Начинаем. Так. Так, YouTube я, к сожалению, что-то, по-моему, выключил. Коллеги, минутку. Вот сейчас мы все подключаем. Вот у нас основные каналы все подключены. Инстаграм заработал, Фейсбук заработал, Одноклассники, ВКонтакте, все, вижу, все работает. Добрый вечер, дорогие друзья. Достаточно давно мы уже в прямом эфире не встречались. Сегодня я в прямом эфире социальных сетей провожу свой очередной прямой эфир. Ну, как уже, наверное, традиционно у нас стало, последние прямые эфиры у нас всегда начинаются с информации по коронавирусу. К сожалению, коронавирус у нас не отступает и в мире, и в стране, и у нас в республике. Вот тот всплеск, который у нас пошел с апреля месяца, он сегодня, можно сказать, у нас уже остановился его рост в республике. Мы в июне все-таки видим его несколько такое, может быть, небольшое, но снижение. Сейчас у нас количество заболевших в сутки от 85 до 100 человек колеблется. Конечно, это значительные цифры, но они уже ниже, чем были еще месяц назад, когда у нас до 120 человек в день заболевало. Сейчас немножко изменилась и структура болезни. У нас основная часть больных – это уже не город Якутск, как было вот месяц назад, когда 70% было по городу Якутску. Сейчас количество у нас основных больных – это все-таки уже больше района. У нас 50 на 50, можно так сказать. При этом, конечно же, что тревожит сейчас при нынешней ситуации, я об этом достаточно часто говорю. Во-первых, стали болеть больше детей, и это тоже факт. У нас сегодня в стационарах республики, кто лечится, из них 6% это дети. А в прошлом году это было 1-2%. Сейчас стали болеть молодые люди, причем болеть гораздо тяжелее, чем раньше. Если в прошлом году больная молодежь, она достаточно быстро выздоравливала, без особых осложнений, то сейчас, к сожалению, количество тяжелых среди молодых людей стало больше. Ну и, конечно же, пугает то, что и заражаемость стала быстрее вот от этого индийского штамма. Ну и что самое плохое, конечно, вот само течение болезни, оно гораздо проходит тяжелее, чем раньше. Безусловно, и об этом тоже много говорится. На сегодня единственным реальным способом защититься от этой страшной болезни является вакцинация. Вот. Сегодня у нас в республике она идет достаточно активно. Мы идем по вакцинации одни из лучших в стране. Я хотел поблагодарить всех тех, кто озаботился и своим здоровьем, и здоровьем своих родных и близких, и вакцинировался. Их у нас в республике, тех, кто принял уже первую дозу вакцины, 211 тысяч практически по ситуации на сегодняшний день. Если же говорить о тех, кто уже и вторую компоненту получил, таких пока чуть меньше, 175 тысяч. Но мы понимаем, что между первой и второй у нас определенное время проходит. Так, у меня вот YouTube, я смотрю, он абсолютно не работает. Непонятно, что там вот выходит, выносит, но, к сожалению, не подключается. И вот я еще раз, пользуясь случаем, друзья, надо прививаться. Это единственный на сегодняшний день способ реально защититься от этой болезни. К сожалению, да, конечно же, и такое бывает, что после прививки люди заболевают, но таких случаев не так много. Вот у нас по всей республике, вот из этих 200 тысяч человек, которые привились, заболели, точнее 175 тысяч человек, которые привились двумя компонентами вакцины, заболело порядка 400 с лишним человек всего лишь. Это, я считаю, что показатель хорошей эффективности этой вакцины. Ну и самое главное, подавляющее большинство этих людей переболело этой болезнью достаточно легко. Практически, можно сказать, даже бессимптомно.
Вот. Но вместе с тем я еще раз прошу всех понять, мы здесь, конечно же, должны принимать и разные меры, в том числе поощрять те организации, в том числе малого бизнеса, которые готовы работать как раз для достижения целей вакцинации. Поэтому вот мы приняли решение, что те предприятия, которые у нас находятся под ограничением, и общепит, спортзалы, дома культуры, различные другие учреждения, в том случае, если они полностью переходят на работу только с привитыми и с отрицательными ПЦР-анализами людьми, то в этом случае им будет разрешаться работать практически без ограничений. В городе Якутске 5 уже предприятий таких заявку соответствующую подали. Уверен, что таких учреждений будет еще больше. Вот. Поэтому я здесь и предпринимателей понимаю, и поддерживаю их в этом вопросе. Ну и, конечно, население наше надо прививаться. Будут меры поддержки, будут меры поощрения. Правительство все решения подготовило. Буквально вот в эти дни, сегодня-завтра озвучат. Будут розыгрыши, причем с большими призами так, для тех, кто привился. Это тоже надо, я думаю, делать для того, чтобы поощрить тех людей, которые, может быть, сегодня немножко боятся идти и прививаться. Но вот каким-то образом их подтолкнуть это тоже надо. Вот. Ну и мы в целом знаем, что по стране сейчас достаточно много делается для того, чтобы защитить людей. И в рамках этого там, например, те же курорты уже людей без вакцинации уже особо и не приветствуют. Так, по Краснодарскому краю такие решения уже выходили, мы знаем. Вот сейчас и ежедневный практически там и ПЦР-анализы требуются, и, конечно, вакцинация. Но, еще раз говорю, никого не подталкивает. Еще раз попробую вот YouTube все-таки впустить. О, YouTube заработал. Вот, ну мы в 5 сетях сейчас работаем. Вот, вот это, в общем, друзья, еще раз всех прошу вакцинироваться. Это крайне важно, крайне нужно всем нам. Вот, и этим вы спасаете свою жизнь, спасаете жизнь своих родных и близких. Если вы просто знали, сколько мне людей звонят, которые теряют своих родных и близких, и все они очень дико жалеют, что вот в силу тех или иных причин у кого-то там болезнь была в это время, кто-то не поверил вакцине, кто-то решил, что пронесет, они этого не сделали, и сейчас они вот, кто-то уже потерял, кто-то вот теряет, просит помочь с родными и близким. Но мы же тоже не всесильны, к сожалению, так, поэтому очень горько, очень тяжело бывает вот такие разговоры с людьми вести. Поэтому, друзья, прививайтесь. Вот. Теперь все-таки несколько слов хочу сказать и про лесные пожары, потому что это достаточно тяжелая тема для нашей республики. У нас очень серьезно засушливое лето наступило. Это тоже факт, мы об этом говорили. Но вот прошедший июнь у нас здесь в Центральной Якутии, вообще в целом по республике, если посмотреть, он был самым жарким с конца 19 века. Я вот не поверил, с гидрометом еще раз связался, они подтвердили последний раз, 1888 год, после этого года такой жары здесь в Якутске не было. Я не знаю, до этого они какие-то измерения проводились, нет, по Якутску, по температуре, но такого жаркого засушливого лета, июня месяца не было, вот, считайте, уже почти 150 лет. Конечно же, это вызывает огромные пожары. Вот. Но при этом хочу сказать, что вот благодаря огромной поддержке федерального правительства, лично Михаила Владимировича Мишустина, премьер-министра нашей страны, Виталия Абрамченко, Виктория Абрамченко, вице-премьера правительства Российской Федерации, конечно же, министра природных ресурсов Александра Александровича Козлова и руководителя Рослесхоза, советника Ивана Васильевича, мы в этом году получаем очень серьезную помощь. Это не только финансовая помощь, как раньше было, это помощь, конечно же, и резервами. Сейчас у нас на территории свыше 500 человек Федерального резерва уже борется с лесными пожарами в самых разных районах. У нас сегодня авиация МЧС задействована, самолет Би-200, вертолеты. Сейчас прибыл, работает, как вы знаете, самолет, который вызывает дожди. Несколько дней он проработал в западной группе районов, в Мирнинском, Сунтарском, Верхнеуфимском районах, Нюрбинском районе. Результаты хорошие. Мы видим, как количество дождей увеличилось, и дожди пошли такие серьезные, хорошие. Вот. Мы приняли решение на комиссии КЧС, и Дмитрий Ильич Садовников мне вечером доложил, что все уже решение выполняется. Завтра самолет будет перебазирован сюда, в Якутск, на аэропорт Маган. В выходные здесь уже должен начать. Ну, конечно, для этого нужно, чтобы хоть какая-нибудь облачность здесь у нас в Центральной Якутии была. Мы надеемся, что завтра облака будут, с которыми можно работать. И в этом случае все-таки будем
ждать, что результат будет положительный и дожди пойдут. Конечно, дожди очень нужны. Вместе с тем мы не сидим, уповая только на дожди. У нас сейчас практически 2500 людей работает по тушению пожаров, свыше 150 единиц техники. Хочу особо отметить, что несмотря на то, что количество пожаров у нас даже больше, чем в прошлом году, на эту дату, так, вот, по крайней мере на 1 июля, но при этом площадь, пройденная пожаром, более чем, почти в 3 раза меньше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что пожары тушатся. Мы уже потушили пожаров на территории больше, чем за весь прошлый год было потушено пожаров, именно с использованием сил и средств республики и муниципальных образований. Это говорит о том, что более быстрее начали реагировать, более оперативнее. Ну и вот та огромная помощь, которая оказана с федеральным центром в качестве вот переброски сюда федерального резерва, она, конечно, тоже играет очень серьезную роль. Вот мы надеемся все-таки, что вот повторение прошлого года мы общими усилиями не допустим. И, конечно же, я, пользуясь случаем, хочу всех призвать, друзья, чрезвычайная ситуация по лесам установлена, не ходите сейчас в лес. Особо сейчас в лесу-то и делать нечего, ягоды еще не выросли, грибов еще нет. Поэтому вот надо дать возможность нам победить пожары, успокоить ситуацию. Так, и после этого я надеюсь, что все-таки в установленное время и ягоды соберут, и грибы будут собирать, так и люди будут отдыхать. Но пока сейчас, честно скажу, что нам ситуация не дает возможности разрешить вот свободный выезд леса. Прошу с пониманием к этому отнестись. Ну и население в целом и в республике, и в селах наших, поселках, в городах это прекрасно понимает. Люди у нас природу любят и берегут ее. Вот. Но, к сожалению, конечно, вот человеческий фактор, особенности в начале июня по возникновению пожаров, он у нас был. Вот. И не хотелось бы, чтобы это у нас продолжалось. И еще раз говорю, мы должны природу всеми нашими силами сохранять и с пожарами будем бороться. Так, давайте будем сейчас смотреть уже вопросы. Здесь вопросы идут. Вот, когда будет искусственный дождь? Вот по Центральной Якутии я надеюсь, что с завтрашнего дня это работы эти начнутся. Так, спрашивают заставляют насильно прививаться. Друзья, здесь хочу четко сказать, что никто вас силой прививаться не может заставить. Вместе с тем, согласно федеральному закону и тем нормам, которые приняты по его реализации, у нас в регионе и во многих других регионах работодатели имеют право отстранять от работы тех людей, которые не привились. Вот. Это абсолютно законно. Вот. Вас могут отстранить, если вы отказываетесь прививаться по тем или иным причинам. Вот. В этом случае будете без содержания находиться дома. В крайнем случае, если работодатель пойдет навстречу, он может вас на удаленку перевести. Вот. Но еще раз прошу, друзья, правильно понять, никто не пытается вас там силой что-то там чипировать или, как там говорят, там какие-то вас какие-то там болезни еще новые вам привить. Это делается для спасения людей. Поверьте, это болезнь смертельная. Она крайне опасная. И, к сожалению, вот ее последние штаммы, они все более и более опасны, они более и более, быстрее идет заражение. И очень бы не хотелось, чтобы у нас была ситуация, как в других странах, где люди просто вот лежат в коридорах больниц, умирают от нехватки не то что лекарств, от нехватки просто вот элементарных коек. Поэтому прививка, вакцина, это единственное спасение сегодня от этой болезни. Самое надежное. Так, пишут, Евразию откройте. Это насчет, я так понимаю, культурного центра Евразия, который был закрыт за серьезнейшие нарушения, выявленные административной комиссией города, Министерством внутренних дел, Роспотребнадзором и Министерством предпринимательства. Вот в рамках разрешенных по закону сроков он откроется. Его, по-моему, закрыли то ли на 90, то ли на 60 дней. Правда, я слышал, что они опять там пытаются какие-то сделать юридические выкрутасы, быстро арендовать свое здание какой-то другой компании, но поверьте, ничем хорошим для них это не закончится.
Более того, сейчас закрыто еще второе кафе, так я название не помню уже, там тоже клуб на 25 суток. По Чаплину много вопросов было, по Чаплину административный штраф сделан, так, но если будут продолжаться, то, конечно, и по Чаплину будут принимать решение о передаче в суд на закрытие его деятельности. Еще раз говорю, друзья, что надо всем соблюдать эти меры безопасности. Мы все в ответственности друг за друга. Вот если каждый будет думать только о себе, то ничем хорошим это не закончится. Вот, поэтому здесь, пожалуйста, очень серьезно все задумайтесь и вакцинируйтесь. Так, пишут про алкоголь. Так, как вы оцениваете действия мэра Григорьева по увеличению расстояния? Я посмотрел, что вы думаете, там инициатива кого-то из депутатов, по-моему, Федорова Виктора, по увеличению площадей. Друзья, я здесь, конечно же, будучи главой республики, всегда выступаю, во-первых, за соблюдение закона. Во-вторых, конечно же, я за здоровый образ жизни. Я объявил год здоровья в нашей республике, объявил десятилетие здоровья для того, чтобы мы более комплексно занялись вопросами защиты жизни и здоровья людей в республике. И, конечно же, одно из главных направлений всей этой политики – это здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это в том числе борьба с табакокурением и алкоголизацией населения. Я вот не понимаю, почему наши вот эти предприятия, которые торгуют алкоголем, в погоне за какой-то наживой все больше и больше пытаются открыть своих алкомаркетов. Ну и вполне достаточно для одного города, как Якутск, на сегодняшний день этих алкомаркетов. Более того, их стало слишком уже много за последние 2 года. Вот. И сейчас надо всем миром нам, вот, если надо, и законы поменять, надо, может быть, и меры какие-то решения принимать по увеличению дистанции. Но вот когда я слышу, что вот у нас сегодня в помещениях там 20 квадратных метров, там 25 квадратных метров пытаются продавать алкоголь, но это же понятно, что это явно точки, которые будут работать потом уже нелегально, без соблюдения законных каких-то требований. Поэтому я за то, чтобы они были большие, но их чтобы было меньше. Так? Я не сторонник того, чтобы их там куда-то за окраину выводить и так далее, так? Но, по крайней мере, контроль здесь должен быть четкий. Расстояние, если надо, если население города пойдет на это, они должны быть увеличены. Вот, может быть. Но и то, что помещения эти должны быть больше, это точно однозначно. Поэтому я здесь на стороне жителей, которые выступают за здоровый образ жизни против вот этого алкоголя. Теперь, друзья, вот очень много вопросов проходит, я вот просто вижу, сижу по детским садам. Я детские сады и частные, и муниципальные поддерживаю. Вот. Я знаю, что сейчас определенный конфликт есть между правительством республики и системой, скажем так, дошкольного образования в части вот этих нормативно-правовых актов, которые приняты на уровне правительства. Я считаю, что все-таки правительство здесь поторопилось. Я буду просить и Андрея Владимировича Тарасенко, Сергея Васильевича Местникова, так, Сица Михаила Петровича, министра, вернуться к рассмотрению данного вопроса. Ну и, конечно, вот по частным детским садам вместе с городом тоже эту проблему надо будет решить. Но не только по частным, но и по, еще раз говорю, по муниципальным детским садам, на мой взгляд, там какая-то большая ошибка. Люди серьезно будут страдать, люди серьезно теряют заработные платы. Ну, не то это время, чтобы людей мы сейчас в заработной плате ограничиваем. Понятно, оптимизация, понятно, какие-то лишние расходы, если они в детских садах есть. Ну, их, я не думаю, что их там может быть много, да, в детских садах. Но то, что мы должны помогать детским садам, а не ставить их в тяжелую ситуацию, делать так, чтобы у людей заработная плата уменьшалась, вот этого мы точно не должны делать. Вот, поэтому я очень надеюсь, что правительство все-таки быстро рассмотрит этот вопрос и приведет его в нормальную ситуацию. Вместе с тем, конечно же, работа по улучшению управляемости вот этой системой и дошкольного образования, и среднего образования, она должна продолжаться. Вот я еще раз говорю, вот с этой точки зрения резервы есть. Вот взять город Якутск, мы об этом с Аднаной Владимировной много раз говорили, мы постепенно подходили к этому, к пониманию, как надо это решать. Так? И с Евгением Николаевичем я тоже на эту тему несколько раз уже говорил. Вот взять 203-й микрорайон. У нас там сейчас уже 2 полноценные школы, 3 или 4 уже детских сада, я даже уже вот сам начинаю путаться, так.
И каждым из них отдельный директор, отдельные службы, отдельные хозяйственные службы, замы на замах. Вот почему мы управленческий аппарат вот этих всех почти там 5 или там 6 структур не можем объединить в одну. Чтобы это было одно, при этом, конечно же, весь образовательный процесс в этих учреждениях должен быть разным. Понятно, что в этом случае как раз можно было бы сделать, чтобы АИК это было, вот как всегда, оно вот школа именно с преподаванием на якутском языке, вторую школу вот именно как сделать ее с обучением на русском языке полностью. Вот. Никто этому, тогда бы уже даже юридических, наверное, там моментов уже не было бы, если бы это был как единый территориальный образовательный комплекс. Нет, а мы вот как раз управленческий персонал очень большой держим, вот, ненужный во многих случаях, и хозяйственный персонал, так, не оптимизируем. Но при этом вот пытаемся какие-то решения принимать, которые бьют как раз по тем людям, которые непосредственно занимаются нашими детьми. Вот здесь, еще раз говорю, и правительству, и муниципалитетам надо все-таки более правильные акценты делать. Те, кто дает образование нашим детям, они не должны страдать. Они должны от нас полную поддержку получать. Поэтому я этот вопрос на контроль взял. У меня вчера было руководство нашего университета, и президент университета Евгения Исаевна Михайлова, и ректор Анатолий Николаев, они тоже поднимали этот вопрос, потому что к ним тоже выходят уже из системы образования люди с просьбами помочь. Но вот они до меня довели, я сам вчера вот эти все бумаги поднял, посмотрел и понимаю, что здесь, еще раз говорю, правительство явно поторопилось принимать такие решения. Так, теперь, почему отстраняют людей от работы из-за отсутствия вакцины, если есть методвод? Ну, здесь нет методвода, есть методвод. Вы поймите, что есть ряд специальностей, где люди без вакцинации или без отрицательного ПЦР не должны работать. Вот просто вот поймите это. И, соответственно, там здесь уже даже не состояние здоровья, друзья, это совсем другое. Так, зарплату надо всем повышать, только учителям. Ну, не очень вопрос понял. Так, ну зарплату, конечно, надо всем повышать, и бюджетникам в первую очередь, так, но она должна идти у нас планово, и, в принципе, у нас она, пусть понемногу, но повышается. Так, по переселению аварийного жилья, как идет программа? Программа, в принципе, идет неплохо. У нас на сегодняшний день исполнение идет строго по графику. Конечно же, нам здесь надо понимать, что у нас в республике серьезно подсела программа вообще строительства жилья за последние 2 года. И она подсела у нас, на самом деле, если так посмотреть, единственно по одной причине. У нас очень серьезно село строительство по городу Якутску. Вот та политика, когда застройщиков здесь по-якутски не поддерживали, когда большая часть разрешения на строительство она выдавалась через решение судов, как было в прошлом, позапрошлом годах, она привела к тому, что вот жилья по городу Якутску на 100 тысяч квадратных метров в год рухнет. Вот. Это к чему привело? Ни к чему хорошему, конечно, не привело. Это привело к тому, что у нас сегодня стоимость жилья уже далеко за 100 тысяч рублей квадратный метр. Я вот в Мерии был еще всего лишь 4 года назад, у нас тогда жилье стоило 60 тысяч рублей квадратный метр. Мы строили по нашим заказам. Сейчас уже за 100 тысяч. Никаких оснований инфляционных, так далее, этому не было. Вот это просто вот искусственное создание дефицита жилой площади, предложений. Поэтому задача поставлена и перед правительством, и перед мэрией Якутска. Мы должны максимально поддержать застройщиков, максимально должны здесь начать комплексную застройку территорий. Для того, чтобы город освобождался от аварийного жилья, от ветхого жилья, появлялись новые кварталы. В принципе, все для этого есть. Здесь надо просто всем очень, как говорится, засучить рукава и все вместе работать. Федеральным, республиканским, муниципальным органам власти вместе с застройщиками. Так? А опять же, не пытаться там тянуть одеяло на себя и считать, кто там умнее, кто глупее. Здесь задача одна. Жилья должна быть много построено, и в Якутске, и вообще в целом в республике. И это единственная возможность остановить рост цен на жилье и, может быть, даже добиться их снижения. Так.
Пишут, так. По проблеме сенокоса. Коллеги, просто очень быстро много вопросов, очень быстро бежит, поэтому успеваю что прочитать. Вот по сенокосу, конечно же, абсолютно правильно наши селяне задают вопрос. Этот год засушливый. Уже понятно, что засуха будет как раз у нас в наших крупнейших сельскохозяйственных районах, и что на западе, что здесь в центральной Якутии, в заречных районах. И, конечно, меры надо принимать заранее. Я имел беседу уже на эту тему с заместителем председателя правительства Михаилом Викторовичем Никифоровым. Соответствующий комплекс мер будет готовиться, правительством приниматься. Мы, конечно, все сделаем, чтобы для того, чтобы минимизировать ущерб для сельского хозяйства нашего от этой засухи. Так, вот уже несколько вопросов прошло по Белой горе. Друзья, я обязательно в Абыйский УЛУС этим летом приеду, так, на месте мы разберемся и решим этот вопрос по постройке спортивного зала. Мне и глава про это говорил, люди мне достаточно часто пишут. Но вот сам приеду, на месте этот вопрос будем решать. Так, давайте посмотрим, что здесь пишут. Так, аэропорт Чульмана, когда возобновит работу по обычному графику, ремонт когда закончится? Так, ну у нас по республике сейчас идет достаточно активно ремонт аэропортов, в том числе наших крупнейших аэропортов. Если так говорить по Якутску, вот мы знаем, сейчас идет уже который год ремонт взлетно-посадочной полосы. По Нерюнгри у нас полностью реконструируется взлетно-посадочная полоса и строится новый аэровокзальный комплекс, а по Мирному строится новый аэровокзальный комплекс и строится новая взлетная посадочная полоса. То есть абсолютно новый порт будет возникать. Вот. По Нерюнгри мы достаточно долго обсуждали и с руководством района, и с руководством федеральных органов власти, с населением. Я тоже несколько раз разговаривал. Мы приняли решение, что вот с 1 июля мы закрываем аэропорт, и он у нас будет закрыт до 1 ноября. Вот. До этого времени должна быть полностью сделана полоса аэропорта, полностью вся взлетно-посадочная полоса с нуля, вот 3600 метров. Она будет способна принимать все суда, которые вообще в мире существуют, воздушные. Вот. И мы надеемся, что как раз после прохождения сертификации, которая будет в течение октября месяца, с 1 ноября аэропорт Нерюнгри заработает абсолютно в обычном режиме. Очень важно, очень нужно нам это вот все успеть. В этом случае мы получаем уже такую свободу как раз по запасным аэропортам с точки зрения их наличия. Как знаете, вот этой зимой у нас было достаточно много проблем с туманами здесь, в Якутске, так, и было несколько таких непростых посадок как раз в Чульмане, да, из-за плохого качества полосы. Сейчас эта проблема уйдет в прошлое. Вот. Ну и дальше стройка уже сама по себе продолжится, уже без ограничений по взлетно-посадочной полосе. Мы надеемся, что в 2022-2023 годах все работы будут успешно выполнены. Недавно был на стройке вице-премьер нашей страны Хуснурин Марат Шахерзянович вместе с министром транспорта Российской Федерации Савельевым Виталием Геннадьевичем. И, в принципе, у них очень хорошее впечатление и о привлеченных силах республиканских подрядчиков, об организации работы. Мы еще раз говорю, надеемся, что все будет строго вот установленные графики выполнены. Ну и заодно я сразу про аэропорты тоже расскажу, потому что вот там вот вопрос вижу тоже по аэропорту Якутска сразу появился. Здесь несколько раз пробежал по взлетно-посадочной полосе Якутска. Мы все знаем, что вот тот ремонт, который у нас начался, ну, считайте, уже где-то с 2015 года, первые годы он, к сожалению, проходил не очень правильно. Были допущены ошибки по проектно-сметной документации. В результате этого вот в течение 2018-2019 годов по нашей просьбе были проведены работы по перепроектированию. Полностью они были закончены. Была выбрана модель, при которой аэропорт Якутска не закрывался. Многие считали, что аэропорт Якутска можно закрыть на некоторое время. Вот. То есть, грубо говоря, должны были из Магана летать маленькими самолетами до Новосибирска, до Красноярска, оттуда уже пересаживаться на другие самолеты. Ну, абсолютно непонятное, я бы даже сказал, глупое и вредное решение отрабатывалось. Вот. Сейчас принято решение, что все-таки у нас полоса, пусть короткая, но будет функционировать. Сейчас летает Boeing 737-700 на этой короткой полосе. В этом году строители должны сделать 625 метров
полосы новой и сделать пандус, который будет соединять старую полосу и вот новый участок уже полосы. Это все должно быть сделано уже до 1 сентября, в течение октября месяца. Опять же, с сентября месяца должна пройти сертификация. И с октября мы очень надеемся, ну, в крайнем случае, опять же, с ноября, после окончания сертификации, у нас полоса аэропорта Якутск будет полностью работать на все 3400 метров. То есть, опять же, будет принимать любые суда. При этом этот процесс у нас пойдет до весны 2023 года. То есть весь 2022 год, вот, остаток 2021 и начало 2023 года взлетно-посадочная полоса Якутска будет полностью работать на всю длину. То есть все самолеты у нас смогут летать. Потом, в 2023 году, после проведения подготовительных всех работ, окончания их работ, у нас начнется работа завершающая. Она пройдет в течение вот с мая, ну, по крайней мере, сегодня считается с мая по сентябрь месяц, в течение которого вот этот остаток полосы будет полностью по новой уже реконструирован. В этот период у нас опять будет короткая полоса 1650-1800 метров. Это, ну, еще раз говорю, это продлится уже там от силы 3-4 месяца. И вот я надеюсь, что к весне, к осени 2023 года у нас полностью вот реконструирована полностью вся полоса, уже окончательно в срок выйдет. Срок будет сделана и уже начнет работать. Вот. Ну, по мирному стройка идет в графике. Еще раз говорю, абсолютно новый аэропорт строится, новая взлетно-посадочная полоса. Надеюсь, что в установленные сроки, в ближайшие 3 года аэропорт будет там тоже построен. Но кроме этого у нас еще работы идут и по многим другим аэропортам в районных центрах. Мы за ними тоже постоянно смотрим, контролируем. К сожалению, кое-где есть отставание, где-то наоборот все идет так четко в графике. Ну, надеюсь, что все будет нормально. Так, ну спрашивают про скачки, вот спросили, что вы думаете о том, что АГАТУ закрыла конюшни. Ну ничего хорошего, конечно, в этом нет. Будем думать, как это все-таки как этот вопрос решать. Надеюсь, с руководством АГАТУ, когда оно там окончательно будет утверждено, этот вопрос будет отработан, и с Минсельхозом России. Так, спрашивают, что у нас по пожару по Берии, это Усялданский район. Ну, пожар там непростой, вместе с тем он полностью под контролем. Вчера был вот как раз встречный пал направлен, и вот это как раз в соцсетях сразу пошло, что вот уже деревня почти горит. Это был встречный пал, так, он отжиг сделан. Там работает порядка 60 человек, техника. Ну, конечно, есть опасность, что при изменении ветра опять пожар может пойти в сторону деревни, но мы, еще раз говорю, ситуацию под контролем держим. Так. Сколько в городе свободных от коронавируса заведений? Ну, насколько я знаю, на сегодняшний день их 5. Так. Спрашивают вот несколько вопросов было по газификации. Здесь по газификации вопрос будет рассматриваться в обязательном порядке. Мы, конечно, газификацию будем проводить дальше. В том числе вот здесь был вопрос конкретно по Хатасам. Так. За какими видами спорта вы будете наблюдать на играх Манчарева, спрашивают. Ну, как и все, наверное, буду наблюдать по телевизору, потому что, коллеги, я на самом деле согласился с достаточно непростым решением о том, что игры Манчара у нас будут проходить без зрителей. Это сделано в связи с тем, что по горному району у нас количество заболевших достаточно значительное. Более того, больные появляются постоянно, более того, появляются тяжелые больные. Так? Но и в условиях, когда вакцинация, к сожалению, все-таки по горному району проведена, ну, скажем так, средне, не скажу, что плохо, так, не скажу, что хорошо. Вот. Мы, к сожалению, рисковать жизнью и здоровьем сотен тысяч людей не можем. Поэтому я принял решение, что у нас игры эти пройдут без зрителей, зато будет обеспечена полностью прямая трансляция всех этих мероприятий. И я уверен, что, конечно же, спортсмены себя во всей красе своей покажут, будут хорошие результаты. Ну а все, кто будет по телевизору смотреть, смогут болеть за своих любимых спортсменов.
Ну, у меня, к сожалению, навряд ли появится время вообще смотреть, но что хотя бы в новостях буду смотреть, кто у нас там чемпионы, как выступают. Вот. Вопрос, как вам эссе Холланд-Холл? Вот сразу, наверное, навеяло, что эссе Холланд-Холл у нас прошел, и сейчас игры Манчара. Эссе Холланд-Холл, я считаю, прошел очень хорошо. Я благодарил и там, и сейчас могу поблагодарить еще раз всех организаторов ИСЭХа, в первую очередь Улус сам Алекминский, всех жителей Алекминского Улуса и города Алекминска, которые организовали прекрасный праздник. Они, во-первых, очень четко отработали по ограничительным мерам. 2 недели до праздника ни одного больного по всему району не было. Вот. После этого на самом мероприятии тоже был и ПЦР, контроль очень жесткий организован, и допускали туда только людей извне, только с вакцинированных или и с отрицательными ПЦР-анализами. В результате, ну, считаю, что вот очень хорошее мероприятие прошло и для Алекминского улуса, который они вот 2 года ждали, ну и в целом для нашей республики. Несмотря на все пандемийные вот эти процессы, все-таки главный СЭХ республики, эссе Холланд-Холл в этом году в очном режиме нам удалось провести с соблюдением всех ограничительных мероприятий. Если после вакцинации все равно можно заболеть, то зачем вакцинация? Ну, во-первых, можно заболеть после любой вакцинации от любой болезни, так? Но смысл вакцинации в чем? В том, что появляется иммунитет у человека, который помогает болезнь эту преодолеть гораздо легче. Вот у нас, еще раз говорю, 175 тысяч человек получило уже две компоненты вакцины, полностью вакцинированы. Из них заболевших, ну вот, по крайней мере, как мне говорят врачи, меньше 500. Ну вот и сравните, это же меньше 0,3%. Вот. И причем все они переболели достаточно легко. Средние, несколько человек, а остальные легко переболели. Вот у меня родной брат переболел после вакцинации тоже. Но абсолютно нормально, так сидел дома. Абсолютно без всяких серьезных симптомов. Вот. А если бы не был вакцинирован, то, конечно, боюсь, что это было бы гораздо для него сложнее. Так, спрашивают по пожарам, куда люди отправляются и так далее. Вот по Горному был вопрос. Ну, по Горному району, по пожарам, туда силы авиалесохраны тоже перебрасываются, федеральные в том числе. Вот не надо думать, что все пожары там оставлены один на один, без всяческого сопровождения. По Горному району достаточно большая группировка сил работает, но и мы наращиваем. Сейчас понятно, что в западном регионе пока нам удалось ситуацию стабилизировать, пожары там пошли на спад, в том числе с помощью вот и Б-200, который там работал, с помощью вызванных искусственных дождей. И сейчас мы силы вот оттуда, по крайней мере, вот федерального резерва уже перебрасываем сюда, в центральную Якутию. Вот сегодня, например, силы переброшены, например, в Хангаласский район для тушения пожаров. Вот. Завтра будут еще другие силы, которые тоже на серьезные пожары здесь у нас в центральной заречной группе районов будут направляться. Так, что должно измениться с новым спикером в Илтумэне? Ну, я вчера, точнее, когда Илтумен избирал своего спикера, 30 июня выступал, свое видение высказал о том, что приобретет Илтумен динамичность, работу в первую очередь по законотворчеству более активно начнет проводить, в том числе не только на региональном, но и на федеральном уровне. И в целом, что ветви власти, республиканская исполнительная власть, законодательная власть будут более динамичнее работать вместе во благо нашей республики, во благо ее жителей. Это очень важно. Ну, а Алексей Ильич Еремеев очень опытный парламентарий, человек, прошедший и тяжелые периоды в своей жизни, очень много испытавший, все это преодолевший, очень хороший профессионал своего дела, очень хорошо управлял своим комитетом по законодательству и государственному строительству в Илтумане. Поэтому я считаю, что он достоин, и парламент так и сделал. Ну, практически единогласно из 58 проголосовавших 57 поддержали его кандидатуру. Так, вот опять начинают передергивать слова президента. Президент сказал добровольно, а вы типа все хотите нас силой заставить прививаться. Президент абсолютно правильно все сказал. Президент сказал, это добровольное дело каждого, но по закону можно принимать решение, что отдельные категории граждан
обязательно должны быть вакцинированы. В этом случае, если они отказываются, они имеют это право, они могут быть на работу не допущены. Президент подтвердил, что это, да, все по закону. Тут не надо поэтому противоставлять президента тем решениям, которые у нас в республике, в других регионах принимаются. Они делаются все абсолютно законно. И еще раз говорю, они делаются именно во благо людей, для спасения жизни людей. Это вот надо всем понять. Так, по частным детским садам я уже сказал, друзья, что я обязательно дам поручение, чтобы по частным детским садам, так же как по муниципальным, вопросы были все решены. Субсидии будут продолжаться, вот, и порядок их выплат тоже надо изменить. К сожалению, вот это тоже есть такая, их перечисляют, так как это не определено, там, знаете, задержки идут там до полугода. Вот этого не должно быть. Я вообще за то, чтобы ежемесячно субсидии эти выделялись для частных детских садов. Они решают огромную проблему для Якутска. И город, и республика должны их поддержать. Так. Селе Тарат газификацию полностью не завершена. Без газа остались 24 ветерана труда и тыла. Ну, надеюсь, что Министерство промышленности и Сахатранснефтегаз это смотрят вместе с районом. Надо посмотреть. Ну, надо вопросы такие, где что-то чуть-чуть осталось, надо заканчивать. Так. Тут тоже вопросы, в принципе. Ага. Почему в этом году мало цветов в Якутске, ведь раньше такая красота была? Вы знаете, вот у меня спросила Катя Михайлова, я с Катей Михайловой абсолютно согласен. В городе Якутске цветов мало. Причем стало мало не только в этом году, и в прошлом было мало. Позапрошлом. Я считаю, что, конечно, с этой точки зрения, с точки зрения озеленения, благоустройства, надо городу подтягиваться. Вы знаете, я далеко не фанат Виталия Обедина, так, а скорее даже антипод его, так, мы с ним практически всегда по всем вопросам расходимся. Но вот я сегодня прочитал, что последние годы по благоустройству города Якутска ничего не меняется. Там он то ли 5 лет называл, то ли что. Вот я с ним этим согласен. По благоустройству Якутска мы остановились в каком-то движении с 2018 года. Здесь надо двигаться вперед, надо принимать новые решения, вот, озеленять город, украшать его цветами. В следующем году у нас огромный юбилей, так? У нас 100-летие республики. Я вообще вот считаю, что мы не миллион цветов, а 2 миллиона цветов должны в Якутске высадить. Вот я считаю, что это украсило бы наш город и реально, ну, оживило бы нашу действительность. Как-то мы все вот пытаемся думать, что это должна сама мэрия только сделать, или там министерство, правительство. Это мы все, горожане, должны в этом вопросе участвовать. Мы же как миллион цветов-то сажали. Это же вот и когда эта идея пришла нам, мы же сами не верили, что мы это сможем сделать. Но смогли это сделать. Потому что я, когда ездил в Стамбул, мне тогдашний мэр Стамбула, Кадыр Топаш, рассказал свою историю, как, когда он стал мэром, по всему Стамбулу сажали там 400 тысяч тюльпанов. А когда я вот к нему приехал в гости, по Стамбулу было 25 миллионов тюльпанов посажено. И из них только лишь 2 миллиона за счет бюджета города. Все остальное это уже бизнес, люди сами, организации различные общественные. Вот они сами это все высаживали. И почему у нас в Якутске этого нельзя сделать? Да можно, мы вот первый год посадили миллион, потом второй раз, когда мы это делали, в 2017 году у нас 1 600 000 было высажено. Поэтому 2 миллиона надо сажать. Вот пишут мне сразу, это деньги на ветер. Это деньги не на ветер, это деньги на хорошее настроение горожан, на хорошее настроение наших детей, нашего старшего поколения. В конце концов, воздух будет чище. Поэтому давайте подумаем. Я думаю, что Евгений Николаевич это поддержит. Тем более он очень настроен на то, чтобы в городе благоустройство шло более быстрыми темпами. Вот сегодня мы как раз с главным архитектором республики, с департаментом градостроительства города Якутска, с Евгением Николаевичем сами мы смотрели как раз проекты по реконструкции площади Ленина. Я тоже считаю, что мы площадь Ленина должны обязательно реконструировать. Ну, чего ждать-то, куда ждать? Надо делать. Да, конечно, это дорого. Да, это не рубль, не два будет. Так, по предварительным там расчетам порядка 400-500 миллионов рублей. Но главная площадь республики же должна быть соответствующей.
И здесь надо нам всем напрячься, привлечь наш крупный бизнес. Уверен, что если мы обратимся с такой просьбой, уже с красивым, хорошим проектом, то и компания «Алроса» нас поддержит. И считаю, что вот реконструкция площади Ленина обязательно должна быть тоже сделана в юбилейный год. Так же, как и, вот, например, реконструкция большей части улицы Ленина тоже должна быть завершена в следующем юбилейном году. Так. Сразу пошло вот вопрос по благоустройству. Когда будут благоустраивать дворы по городу Якутску? Ну и вспоминают, что вот раньше благоустраивали, сейчас нет. Ну, на самом деле, и сейчас благоустройство дворовых территорий по городу идет последний год, но оно идет, конечно, медленнее, чем оно шло у нас там в 2014-2015 годах. Вот мы с Евгением Николаевичем на эту тему разговаривали. У него сейчас проект по 15 дворам. Я предложил ему, чтобы вот сейчас бюджет республики дает дополнительные средства, порядка 150 миллионов рублей уже выделены, как раз корректировка бюджета позавчера прошла. И на эти деньги, в том числе, чтобы город направил на благоустройство дворовых территорий еще 15. И всего в этом году будет тогда сделано 30 дворовых территорий. Но более того, я Евгению предложил, чтобы мы эту программу сделали не разовой, а в течение 5 следующих лет. Чтобы каждый год мы минимум вот по 30 дворовых территорий по городу Якутску на паритетных основах город и республика ремонтировали. Почему я так считаю? Потому что дворы, конечно же, они крайне важны для жизни людей. Человек, когда из подъезда выходит, он же во двор попадает. И, конечно, вот реконструкция дворовой территории, ее приведение в нормальное состояние, чтобы были и хорошие, красивые детские площадки, было бы и асфальтирование, были бы и тротуары, оно, конечно, меняет вообще жизнь человека в лучшую сторону. И поэтому мы обязательно вот это должны сделать. Я такое предложение сделал, уверен, что оно будет рассмотрено, и в случае, если город это поддержит, я предлагаю вот его как проект от главы республики по городу запустить и в течение 5 лет, вот еще раз говорю, по 30 дворов каждый год ремонтировать дворовых территорий. Это будет очень хорошая такая долгоиграющая программа, которая будет повышать качество жизни людей в городе Якутске. Так. Почему нет вакцинации в мире? На самом деле в мире очень хорошо вакцинация идет. Я вот Евгений Николаевич хвалил тоже. У них процент по вакцинации один из самых лучших по городу Якутску. Так. Спрашивают про год здоровья, какие будут еще улучшения по здоровью якутян. Ну, друзья, здесь, конечно, можно говорить очень долго, так как вопросов много, я долго здесь говорить не могу. Вместе с тем, я считаю, что здоровье наше – это не только здравоохранение, это не только больницы. Это вообще отношение людей к своему здоровью, это отношение государства к здоровью своих граждан, это более персонализированная медицина. Это широкое использование достижений науки, в том числе якутской науки, именно в медицине. Вот. Уверен, что вот этот весь комплекс, наряду еще со здоровым образом жизни, они позволят нам все-таки к 30 году войти в клуб 80+, чтобы средняя продолжительность жизни была в нашей Якутии более 80 лет. Я считаю, что все предпосылки у нас есть. Сейчас у нас в районе 73. Средняя продолжительность жизни, но в прошлом году из-за ковида она, конечно, и в целом в стране, в целом мире она несколько упала. Когда оскорбляют якутских женщин-блогеры, как вы относитесь? Ну, когда оскорбляют и якутских женщин, и вообще женщин, и блогеры, и не только блогеры, я, конечно, тоже считаю, что это недопустимо. Мы к женщинам должны относиться как к женщинам. Когда город Якутск будет чистым, чтобы пыли не было? Ну вот была у нас программа «Город без пыли». Последние годы она как бы не очень активно претворялась в жизнь. Считаю, что мы должны сделать все для того, чтобы пыль из города убрать. Здесь, в принципе, вот те исследования, которые Арсен Томский проводил, и те исследования, которые ранее, когда я был главой города, делались, они все, в принципе, совпадают. Там как раз причины появления пыли в городе понятны. Сейчас должны быть отработаны технологии, которые позволят вот как раз эти причины локализовать. Вот. Считаю, что как раз вот это вопрос администрации города
надо решать. Спрашивают, вы прививались или нет? Друзья, я прививался в прямом эфире. Все это видели, все это, ну, как говорится, везде это было растиражировано. Поэтому я привитый. Могу сразу сказать, спутник Ви. Вот начинает писать, это обыкновенная пневмония, хватит участвовать в мировом сговоре. Ну, друзья, еще раз говорю, вот когда эта болезнь доходит до человека, который вот это говорил, он об этом сразу забывает, что это мировой заговор. Он говорит на абсолютно уже другом языке. Просто вот вы своими такими высказываниями, вы очень многих людей сбиваете с толку. А потом эти люди заболевают и умирают. Просто умирают. У нас на сегодняшний день уже порядка чуть менее 800 человек уже погибло от этой болезни. Это население достаточно большой якутской деревни. А ведь эта болезнь пришла надолго, если не навсегда. Так, если вот так мы будем относиться к ней, мы что, каждый год будем по 800 человек просто хоронить из-за того, что не привились? Поэтому здесь, друзья, я вот абсолютно не согласен с теми, кто начинает там истерить насчет вакцинации, что ее не надо делать, давайте и вообще против ковида. Вот еще я спорю, это вы сбиваете людей с толку, это вы именно сбиваете. Тут написано, ну, имя видно, так? Поэтому здесь, еще раз говорю, крайне некорректно и глупо, я бы даже сказал, вот поступаете вы, когда людей толкаете на путь, который может их привести к смерти. Так. Сколько денег потрачено уже на тушение пожаров, есть эффект или нет? Коллеги, ну ведь понятно, что наши леса, они, может быть, не промышленные леса, так, не строевой лес, там, не лес, который используется в лесной промышленности, но вместе с тем лес – это легкие планеты, так, лес – это наше достояние, это наш чистый воздух, это наша якутская природа. Конечно, мы должны за нее сражаться. На сегодняшний день мы уже потратили свыше 300 миллионов на тушение, ну и свыше 100 миллионов на авиамониторинг. Вот. Мы получаем, еще раз говорю, поддержку очень большую от федерального центра. Уверен, что в дальнейшем при увеличении наших расходов мы один на один с этими проблемами не останемся. Вот пишут опять, привитые тоже умирают. Где гарантия? Привитых в Якутии ни один человек еще не умер. Вот, а непривитых каждый день умирают. Так. Спрашивают про нормальные дороги, когда у нас будут нормальные дороги. Так, ну, риторический вопрос. Мы, конечно же, понимаем, что проблема дорог одна из самых страшных у нас тяжелых проблем. При этом мы за последние годы делаем дорог больше, чем когда-либо в истории. За прошедший 2020 год, несмотря на пандемию, мы отремонтировали свыше 500 километров дорог и построили, в общей сложности построили и отремонтировали свыше 500 километров дорог. Это федеральные, региональные и муниципальные. Абсолютный рекорд. Вот. Мы уверены, что этот темп у нас будет выдерживаться дальше. По городу Якутску в этом году мы вообще должны выйти на уровень рекордный тоже. 48 километров должно быть отремонтировано в пригородах и в самой столице. Сейчас работа разворачивается. Вот как раз завтра мы должны поехать посмотреть, как ремонт идет. Где-то поторопить надо будет. Видно, что есть незначительное отставание. Но в целом по ремонту дорог по этому году хочу сказать, что пока серьезного отставания по Якутску нет, как это было в прошлом году. Вот. А что касается региональных дорог, то все идет по плану, отставания у нас нету, мы установленные планы все точно выполним. Так, свыше 212 километров у нас региональных дорог в плане есть. Более того, сейчас решением президента еще дополнительные средства доводятся. Вот Якутия получает 150 миллионов рублей на ремонт наших дорог. Сейчас Минтранс должен определиться, по каким дорогам у нас есть возможность опережающим порядком еще работы сделать. Так. Когда можно подойти к вам на прием, записаться? Ну, я сейчас приемы людей веду исключительно в ВКС, поэтому здесь, если есть какая-то такая просьба, которая требует
решение, ну, можете через партию «Единая Россия» записываться, они записывают так на приемы, или уже через здесь, через отдел обращений. В принципе, еще раз говорю, я и такие приемы провожу, но они сейчас у нас идут строго только по ВКС. Так. Ну, очень много вопросов связано с городом. Вот почему тот автобус не ходит, почему этот автобус не ходит. Ну, здесь, коллеги, еще раз говорю, просто администрации города надо на них более оперативнее реагировать. Вот еще раз, много вопросов по детским садам, коллеги, я вначале уже на это ответил. Мы это решение правительства обязательно посоветуем пересмотреть полностью. Спрашивают про Ефановскую поликлинику. Ну, здесь надо понимать, мы много раз просили Ефановскую поликлинику передать в республику. К сожалению, руководство сибирского отделения и нашего Якутского научного центра навстречу нам не пошло. Вот, они считают, что институт, медицинский, к которому прикреплена поликлиника, они будут работать именно как научная организация, поэтому смысла в передаче нам поликлиники в республику они не видят. Вот. Мы, еще раз хочу сказать, мы не собственники, мы не учредители данной поликлиники. Здесь мы будем работу продолжать, обращения писать, так, но еще раз говорю, что это не наш объект, это объект федеральный. Вот. И на сегодняшний день у них пока решение, что они будут сокращать очень серьезно вот как раз медицинскую часть и больше сосредотачиваться именно на научной части, как это предписано их уставом. Так. Спрашивают про аттракционы в парке. Так, коллеги, но аттракционы в парке у нас пока сейчас закрыты. Если Роспотребнадзор сочтет возможным их открытие, через какое-то время они будут открываться. Здесь мы, еще раз говорю, строго действуем по указаниям нашего Роспотребнадзора. Я очень высоко оцениваю их профессионализм, их деловые качества. Так, и вот, когда они скажут, что можно открываться смело, мы это сделаем. Вот по городскому пляжу, например, они дали разрешение, поэтому городской пляж открывается. Вот. По парку пока такого разрешения нет. Вот еще раз говорю, я нашим специалистам доверяю, поэтому будем решать. Вы по городу гуляете один, без Росгвардии. Ну, я вообще мало гуляю, так? Когда гуляю, гуляю сам, да? При чем тут Росгвардия? Я неохраняемое лицо. Так, в Мирном закрыли бассейны. Я не понял, правда, в чем был вопрос, но что-то опять же связанное с ковидом. Ну, попрошу я мирнцев посмотреть, что там случилось, почему бассейны были закрыты. В принципе, бассейны с определенными эпидемическими вот этими ограничениями, они вполне могут работать. Может быть, на ремонт закрыли, не знаю. Так. Так, ну, какие отрасли больше всего пострадали в период пандемии? Ну, от пандемии, друзья, пострадали все. Вот, и население пострадало, в целом крупные компании пострадали, малый бизнес серьезно пострадал. Вот, и для того, чтобы мы вот эти убытки для всех нас не увеличивали, вот еще раз говорю, на сегодняшний день это единственное спасение, это вакцинация. Извините, что я сегодня много очень про это говорю, но это так и есть. Так, дадите ли бой Минтрансу России по субсидированию авиабилетов? Мы с ними достаточно серьезно спорим по нашим вопросам. Я уверен, что Минтранс России обязательно найдет возможность субсидирования рейсов Якутск-Москва, Якутск-Санкт-Петербург уже в этом году начать. Мы, в принципе, начинаем, мы разговаривали уже с министром транспорта Виталием Геннадьевичем Савельевым, он сам долгие годы возглавлял Аэрофлот, проблему отрасли знает прекрасно, специалист высочайшего класса. Конечно же, были ошибки в свое время и у наших транспортников, у авиаторов, так, но в целом мы все преодолели. Я надеюсь, что консенсус будет найден именно в интересах жителей Якутии. Мы
сейчас работаем над тем, чтобы найти возможности из федерального правительства получить деньги как раз на решение точно задач именно по рейсам, о которых я сейчас сказал. Так. По Усьмайскому улусу спрашивают по пожару. Огонь окружил поселок. Будет ли помощь? Это, скорее всего, по Ильдикану. Я в курсе этой ситуации, но я хочу сказать, что мы там работаем. Мы уверены, что населенный пункт не пострадает. Силы туда дополнительные перебрасываются на этот пожар в том числе.